Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Очень рады встрече с вами в программе «Быргаля Перяник», в которой мы изучаем слова на татарском языке. Делаем мы это, конечно, в игровой форме, с помощью наших участников. С ними давайте прямо сейчас познакомимся. В первой команде у нас Илюза и мама Аниса. Здравствуйте, Исянмысыз. Исянмысыз. Рады вас видеть. Во второй команде у нас Арслан вместе с мамой Региной. Здравствуйте. Здравствуйте, Исянмысыз. Добро пожаловать. Арслан, как дела? Нормально. Илюза, халярничек, все хорошо? Хорошо. Отлично. Давайте вот с тебя начнем наше подробное знакомство. Илюза родилась 31 декабря под самый Новый год. Уже третий год она ходит в хореографическую школу «Алтын Золото», где их руководитель и главный хореограф Гульнара Фанилина прививает любовь к хореографии. С первого занятия влюбилась Илюзу в танцы, в движение, в атмосферу и костюмы. Илюза нашла себе там новых друзей. Ее папа всегда снимает их выступления, а дома в семейном кругу они просматривают все выступления Илюзы. У нее есть братик Искандер, ему 2,5 года. Они очень дружат и всегда соревнуются, кто первым добежит до мамы, кто первым ее обнимет и получит вкусняшки. Так, интересно, Илюза, расскажи, кто первый все-таки добегает до мамы, ты или Искандер? Ты. Да. Ну, ты просто взрослее, да? Поэтому. А иногда поддаешься ему? Да? Хорошо. А какие вкусняшки от мамы получаете? Любые. Ну, например, не знаю, мороженое, пирожное, Все. конфет. Все, да? Вот как хорошо. А ты когда вырастешь, кем станешь? Сама даже не знаю. Сама даже не знаю. Аниса, вы знаете? Были какие-то предположения, идеи, мысли? Всегда, конечно, меняются желания, но вот, например, она говорит, что хочет стать воспитателем. Да, хорошо. Или хочет стать парикмахером, или, стилистом, фотографом. То есть у нее разные пока мысли в голове. Мысли разные, да. Да. Аниса, а ты ходишь в школу еще? Или еще в садик пока? Садик. В садик. Что тебе больше всего в садике нравится? Когда забирают после обеда. Когда не остаешься на тихий час, да? Вот все так в детстве говорят, что они спать не хотят, а потом во взрослой жизни понимают, что им не хватает, собственно, вот этого самого тихого часа после обеда, когда пару часов можно просто поспать. Хорошо. Илюза, расскажи, пожалуйста, еще чем ты занимаешься в свободное время вместе с семьей? Ну, там вот, когда тебя забирают после садика, после обеда. Как время проводишь вместе с семьей? Что делаете вместе? Кино. В кино ходите? Угу. То есть тут ты у нас киноман. Какой твой любимый фильм или мультфильм? Она очень любит «Три богатыря» смотреть. Все серии она просмотрела уже. Ну, слушайте, хороший фильм. Много познавательного в нем есть. Отличный выбор. Мы вам желаем удачи в сегодняшней игре. И знакомимся с Арсланом. Арслан общительный, жизнерадостный, разносторонний мальчик. Очень любит танцы. И вместе с братишкой они посещают также студию «Алтын Золото». А еще увлекаются всеми активными видами спорта, особенно футболом. И по вечерам с удовольствием играет с родителями в шахматы. Мальчик обладает математическим складом ума, уже считает в уме двузначные числа, увлекается музыкой, собирает сложнейшие конструкторы, посещает детский сад, с 1,5 лет коллекционирует гоночные машинки. У каждой есть свое имя. Каждые выходные семья Арслана поддерживает свою традицию. Они ездят к бабушкам. А любимым совместным досугом для них являются прогулки по набережной озера Кабан. Арслан, ну расскажи, пожалуйста, у тебя в твоем возрасте уже такой математический склад ума. Ты умеешь складывать в уме, да, двузначные числа. Ну, у тебя есть коллекция, да, гоночных автомобилей. Сколько машин в твоей коллекции? 10, 100, 200, 500, 15. Регина, сколько коллекций насчитывает? Штук 40-50, наверное. Ну, слушайте, это уже хорошо. И у каждой есть свое собственное имя. Да? Это прям классно. Ты когда вырастешь, Арслан, кем хочешь стать? Пока еще не решил. Пока еще не решил. Ну, ты же Регина? говорил про это. Так. Ну, у меня разные. Ну, скажи вот разные мысли Разные. свои. Какие были? Какие у тебя мысли были разные? Повар, Повар, так. Отлично. футболист, Ага. ученый, Так. изобретатель. Круто. Кондитер. Кондитер. Ну, слушайте, такие разнообразные профессии, все они связаны в любом случае с логическим мышлением, потому что, я не знаю, повар должен запоминать рецепты, кондитер должен все время придумывать какие-то новые десерты, ученый, изобретатель, понятно, футболист тоже и спортсмен, там, своя тактика должна быть в уме. Регина, я вот сказал, что вы гуляете, да, очень часто. Какие ваши любимые места в Казани? Ну, помимо озера Кабан, мы
гуляем в детских парках, например, Елмай, тоже ездим часто. Но вот когда возле театра Камал там построили красивую площадку детскую, часто там гуляем. Детям очень нравится. В целом набережная большая же. Любим в таких исторических местах, где Марджани, в таких местах Это прогуливаться. хорошо, слушайте, прививать любовь к истории тоже очень важно. Ну, раз у нас сегодня в программе самые настоящие танцоры коллектива «Алтын Золото», мы подготовили небольшой видеофрагмент их выступлений. Давайте посмотрим. Ну что, давайте начинать нашу игру. Прежде, последний у меня вопрос. Илюза, Арслан, есть у кого-нибудь домашние животные? Есть? Кто у тебя есть? Собака. Собака. Арслан, у вас есть дома? Нет. Но вот сегодня мы будем говорить про домашних питомцев, и, возможно, появится желание себе кого-нибудь завести. Давайте начинать нашу программу. Первый тур называется «Jawab Tap, найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят как раз о домашних питомцах, самых разных. У кого-то они есть дома, у кого-то они нет, но тем не менее они их описывают. Ваша задача угадать, о каком питомце идет речь. Это может быть животное, это могут быть птицы. В общем, все, кто дома водится, все они могут быть сегодня в наших вопросах. Так, с кого начнем? Кто первый будет отвечать? Илюза, Арслан? Илюза, хорошо. Взяла все в свои руки. Молодец. Готова? Первый вопрос для тебя. Смотри внимательно. Домашние питомцы. Они бывают белые, темные, розовые и классные. Они еще мягкие, и у них есть шерсть. Они еще бывают игрушечные и живые. Это такое животное, очень гибкое. У них есть хвост и сильные ноги. Они высоко прыгают и быстро бегают. И еще они умеют говорить мяу. Так, Кошка. уверена? Точно? Правильно, это правильный ответ. Молодцы, аплодисменты. Кошка по-татарски «песи». Запоминаем это слово на татарском. И продолжаем вместе с Арсланом. Для него смотрим следующий вопрос. Это такая птица, кто умеет разговаривать. Они бывают маленькие и большие. И если они живут дома, то живут в клетке. Это птица разных цветов. Зеленые, желтые, красные. У них маленький клюв. Они могут с вами общаться и знать много слов. Если им нужно поспать, их клетку закрывать полотенцем. Так, кто же это может быть? Попугай. Попугай. Хотел бы себе домашнего попугая? Да. С ним разговаривать. Все, супер. Все услышали, кому надо было это услышать. Попугай по-татарски «туты кыш». Если вы не знали это слово, тоже записываем в наш совместный с вами словарь. И давайте вновь вернемся к Илюзе. Продолжаем с тобой, смотрим вопрос. Это такой питомец. Они могут жить дома и на улице. Бывают они маленькие и большие. Они умеют лаять и рычать. Еще могут меня обижать. Это верный друг человека. Они бывают большие и маленькие. Когда они радуются, они прыгают. Они любят играться с мячиком. Так. Собака. Собака, правильно, молодец. 1 балл получает твоя команда. Собака по-татарски «эт». Я думаю, это слово вам точно знакомо. Идем дальше. Арслан, продолжаем. Поехали. Это такой зайчик, только домашний. Они бывают белого цвета, пушистые и красивые. У них большие ушки. Это домашний питомец, очень мягкий, дружелюбный, но тоже грызун. У них длинные уши и длинные передние зубы. Они любят есть морковку и капусту. Так. Это заяц.
А как еще зайца можно называть домашнего? Кролик. Кролик, правильно, отлично. 1 балл достается тебе. Кролик по-татарски йорткуяна. Ну, а на очереди 5-й вопрос первого тура. Его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, узнаем чуть позже нашего компьютера. Поэтому обе команды внимательно смотрим на экран. Это не животное и не птица. Их любимое место – это вода. Они могут быть в соленой воде и в пресной. Они не умеют говорить. Они делают только... Они плавают в озере. У них есть плавники и жабры. Их можно поймать на удочку. Они очень любят червяк. Это серое подводное существо. Это существо водяное ест червячков. Они умеют дышать бесконечно под водой. Они спят, как люди ночью. Итак, уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать. Люзя, тебя выбрал компьютер. Что это такое за домашний питомец, интересно? Рыба. Рыба. Молодец. Аплодисмент. Это правильный ответ. Рыба по-татарски балак. Вот так, друзья, легко и быстро завершился наш первый тур. Мы узнали 5 для кого-то новых названий домашних питомцев. Результаты на вашем экране. Мы продолжаем. Самое время вспомнить слова, которые мы сегодня выучили. Я буду ребятам говорить слова на русском, а их задача их перевести. Итак, Илюзя, как будет по-татарски кошка? Писи. Писи, отлично. Арслан, тебе слово попугай. Тутыкаш. Тутыкаш, накшулай. Илюзя, возвращаемся к тебе. Собака. Именно так. Арслан, кролик. Йорткуяна. Йорткуяна, накшулай. И, Илюзя, тебе слово рыба. Балык. Балык. Отлично. Исте Колдер. Запомни, так называется второй тур программы. Здесь мы уже закрепляем изученный материал и с помощью наших извилин, которые есть в нашей голове, будем запоминать все слова, которые выучили в первом туре. Итак, прямо сейчас, уважаемые команды, на экране появится 9 ячеек. Они будут пронумерованы от 1 до 9, вот в таком порядке. За ними спрятаны те самые домашние питомцы, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где кто находится. Хорошо? На все про все есть, поверьте мне, достаточное количество времени. Запоминают и взрослые дети. Так что, друзья, берем все в свои руки и начинаем второй тур. Начинаем запоминать. Открывайте нам картинки. Вот. Итак, время вышло. Пора задавать вам вопросы. Давайте на этот раз с Арслана мы начнем. Арслан, скажи, пожалуйста, где находится попугай? На 3-м номере. По цифре 3. Точно? Да. Уверен. Ой, Где? на цифре 4 и 7. 4, 7. Какую будем открывать? 4. 4. Давайте откроем цифру 4. Да, там попугай, молодец. А мог ошибиться. Илиза, найди нам, пожалуйста, собаку. На номере 8 и 9. 8 и 9. Какую цифру открываем? 9. Или 8? 9. 8. 9. Хорошо, открываем цифру 9. Там. Да, добрая собака, молодец, с медальончиком красивым. Арслан, рыбу нам надо сейчас найти. По 3-м номерам. Под 3-м? Точно? Да. Уверен? Да. Откройте нам цифру 3. Да, там рыба, красивая, молодец. Илюзя, кролик. Под номером 5 и 6. 5 и 6. Что откроем? 6. 6. Хорошо, открываем цифру 6. Да, молодец, супер. И 5-й вопрос мы зададим команде, которую выберет наш компьютер. Арслан, тебя на этот раз выбрал компьютер. Нужно найти кошку. Под 1-м и 2-м. Под 1-м и 2-м. Какую будем открывать? Цифру? 1-й. 1-й или 2-й? 1-й. 2-й, может? Нет, 1-й. Нет, 1-й. Ладно, раз ты так уверен, открываем цифру 1. Да, там находится
Кошка, отлично. Слушайте, вы так классно справляетесь, мне прям нравится. Даже подсказки не надо делать никакие, ну, потому что тема очень близка многим и очень простая. А на этом второй тур, друзья, вот так вот, быстро. Завершенные итоги, как всегда, на ваших экранах, а вы оставайтесь с нами. Это программа «Бергаляп и Ряник». Мы продолжаем, друзья, изучать домашних питомцев. Давайте повторим пройденный материал. Кошка, песи, попугай, тутыкыш, собака, эд, кролик, йорткуяна, рыба, балах. Сейчас нашим командам предстоит найти общие. Для каждой команды появятся 3 картинки, свои. Нужно найти то слово и того домашнего питомца, который объединяет все 3 картинки, назвать ответ и объяснить его. Если вдруг там Арслан с Илюзой объяснить не могут, то подключаются родители. Это понятно? Так, Илюзя, начнешь? Да, ты уже тянешь руку, молодец, как настоящая первоклассница, отличница, которой скоро станешь. Итак, вот для тебя 3 картинки. Что? Давай так, что ты видишь на экране? Мальчика. Мальчик, мальчик, который что уши. делает? Прыгает. Прыгает. Морковка и уши. Так, как ты думаешь, какое слово, какой домашний питомец может соединять все 3 картинки? Кролик. Кролик, почему? Потому что он прыгает, он любит морковку, у него большие уши. Мне нечего добавить, молодец. Отлично, отлично справилась с заданием. Арслан, я надеюсь, что ты также быстро и четко справишься с заданием. Для тебя 3 картинки на экране. Давайте посмотрим, что видим на экране. Пляж, Да. реку, удочку, Так, рыба. рыба, почему? Потому что ее ловят на удочке, она живет в реке и в море. Да, есть морская рыба, есть речная рыба. Совершенно верно, отлично. Давно такого не было, друзья, чтобы в нашей программе без единой подсказки во всех 3 турах наши ребята отвечали на вопросы. Это очень круто, это очень здорово и, конечно, очень приятно лично мне. Пора подводить итоги нашей игры. Сегодня в программе «Бергаляп и Ряник», которую мы посвятили домашним питомцам, побеждает Илюза и Арслан. У нас ничья, я вас поздравляю, молодцы. И, конечно, всем участникам мы дарим наши подарки. Нашим участникам мы дарим небольшие раскраски, которые можно раскрашивать самыми яркими цветами, которые только есть в нашей жизни. Ну и, конечно, вспоминать о нашей встрече. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Еще придете в гости? А мы вас будем ждать. Давайте поаплодируем Арслану и Илюзе. Они молодцы, сегодня справились со всеми заданиями. Ну и просто классно провели время. Друзья, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на нас в социальные сети и смотрите программу «Бергаляп и Ряник» и изучайте татарский язык. На сегодня все. Пока-пока. Сау болыңыз.